Привезли фита на ремонт. Целая проблема. С роботизированной коробкой встал. Скоро будет новый контент. Всем расскажу, что мы будем с ним делать. Пришел у нас в работу вот такой фитяра. Предыстория такая: девушка приехала на нем на работу с утра. В общем, машину поставила под Наташу, ну, чтобы она по температуре заводилась. Ну и в принципе к вечеру заметила, что машина не заводится. Ну, по брелку, видать, поняла, что она не завелась. Пошла посмотреть, машина вся в ошибках. То есть ушла она в аварию по роботу. Вот. Пригнала к себе домой, его в гараж поставила, то есть, ну и начала вызывать всяких разных мастеров. Говорит, 10 мастеров в Якутске приезжало. Один придет поделает что-то, другой придет поделает. Все бабки брали, и ничего никто не толкового, в общем-то, не сказал. В общем, какого-то хрена они начали тут дербанить компьютеры, откручивали компы. Заказывала она компьютер, непонятно от какой машины, от Везеля, либо от Фита. С какой она прошивкой была, непонятно, в общем. Ну и решили эти ребята поставить ей комп тот. С компом с тем они ее так и не запустили, потому что, ну, опять же, прошивка могла быть другая. Вот, тачка вообще не... Ну и вообще дело в другом. Вот этот шлейф, когда мы его отключили, когда мы уже приехали делать диагностику, сняли этот шлейф с того компа, который она заказывала, контрактный. А там все пины, 5 пинов было просто загнуто, короче. Вот. Мы воткнули обратно родной компьютер, хотя бы ее запустили. И по диагностике я увидел, ошибка висит. Типа заедания муфты роботизированной коробки. Вот такая была ошибка. Ну и тут в принципе это все понятно. Здесь, в общем, у нее моргают все полностью ПРНД. Все вот эти значки моргают полностью. Ошибка по чеку идет, там чек горит. Ну и ситуация, в общем-то, вот такая. В общем, взяли мы его в работу. Какой подшипник мы ставить будем, еще непонятно. У нас остался таец, который ни хрена не откалибровался. Китайцы. Немецкий будем собирать, половинки. Ну, короче, всяко разно будем делать. Ребята, всем привет. Макс, привет подписчикам. Короче, начали мы дербанить фита. Все, Макс его на ноги поставил. То есть не на ноги, а наоборот, на домкраты. Все, да, сейчас мы откручивать будем, коробку снимать. Ну, Макс будет сейчас все откручивать. Я ему помогу коробку сдернуть. Так вот, в общем-то. Снимаем коробку с этого фита. И заметили вот такую херню, что кто-то что-то мазал здесь. Вот это вот сухая сварка, холодная сварка, кусочек. И тут видно, что маслянистость какая-то идет. Такое ощущение, что... Да, тут как будто бы пробили ее и что-то пытались замазать. Но ни хрена не получилось. По-моему, говорят, что их это ломаешь, и все, и она перестает, коробка работать. Да ладно. Почему так? Сейчас, в общем-то, мы глянем, что с этой коробкой. Посмотрим, если у нас... Не, братан, там выжимное развалилось, 100%. Ты сейчас снимешь, мы сразу это увидим. Ну, вот так вот. В принципе, шаттла мы на этом месте сделали. Значит, и фита сделаем. Фит поменьше будет, еще даже удобнее. Че, дросселька, братан, грязная? Ой, что-то я заболеть хочу. Но я так сниму. О, дросселька вообще, труба просто грязная. Сейчас я ее сразу замочу. Все-таки фит неудобно, конечно. Неудобный, да? Ага. Я неправильно сказал, что с ним нормально. Но он меньше, потому что...
Да. Вообще где-то Шаттл он покруче будет, ага, вот. побольше, она у него, Жидкость в актуаторах. Тут что у нас? Грязная, наверное, да? А, нет, чистенькая, смотри-ка. Смотри, какая чистая. Я смотрел, Прозрачней, гаражи же. прозрачнейшие. Чистая была, Ну, ага. еще 5P8, походу, а может быть и нет. Ну, в Да нет, общем-то, здесь меняли, там, видно, ей то ли привода меняли, то ли ну, что. обслуживали тачку, да, как-то Да. вроде? А. Ну, привода ступицы закрутили хорошо, А, прикольно. нормально, да? Крутилось, все сделано, ну, четко сделано. Ну, Прикольно. ну, видать, где-то делали что-то. Ага. Ну, ага. Ну ладно, что, сделаем тачку. Отремонтируем. Не вопрос. Подшипник мы уже, в принципе, подготовили практически. Вот он у нас стоит. Проходит испытания кое-какие. Вот. Его будем ставить. Снял Макс подшипник. Ну, подшипник, говорю, коробку. На первый взгляд все вроде бы нормально. Но это на первый взгляд. Будем смотреть. Вот у него почему-то вот эти диски у него. Диски-то хорошие вроде. Ну, И хорошо крутится, да? Надо смотреть, что с ней. Но она же не потекла же, да? нет. Ничего не текло. Интересный случай, да? Вообще пиздец. Еще какой интересный случай. На коробке мы видим, что есть вот такие вот трещины. Здесь вот дырка. Здесь что-то пытались клеить. Такое ощущение, что что-то с самой. А у нее же как раз ошибка-то идет по муфте. Заедание муфты, говорит. Муфты. Угу. Ну вот, значит, вот с этим проблема. С вот этим. Угу. Ну да. Крышка-то подойдет от этого везеля. Надо вскрывать ее, смотреть, что с ним. Крышка У нас там- торсены есть. Надо вот эту крышку снять, посмотреть, что там вообще по коробке. Скорее всего, коробка, ага. Сцепа живая, карабасу пиздос, да? Угу. Вот датчик, получается, здесь стоит. Сливная пробка здесь, вот напротив датчика. Ну, по этим. Ага. Красиво, да? Обмотка-то ни хрена себе. Может, на металл ее сдадим? На цвет меты. Не, дальше не пойдет, походу. Это вот это, походу, надо. Да. Колечко. Тут у него одно. Может, блядь, еще что-то. второе. По сути, это электромотор, да. Ну, вот проблема в нем, нахуй. Где еще может быть, бля? Проблема только в нем, нахуй. Ну вот. Удосужились мы с тобой разобрать все-таки это место, да? Да. И понять, из чего оно состоит. Тут нету ни хрена. Вот она. Нашла, Вот этот якорь вытащили. Трубочка это она вот так вот как-то и стояла, да? Вот Получается, так вот. вот, Вот она вот стояла. она. Да. И что, она, может, выпала с этого положения? И что, она прямо так, ни на резинку, ни на что, что ли, ставится? Я хуй знаю. Да, походу, ага. И крышка этой прикрывается. Угу. Ну тут я ничего не вижу, чтобы что-то было раздолбано, да? Вроде все целое. Все заебато вроде. Контакты, подшипники, все целое. Угу. Вот у него шестереночки вот эти. Планетарная передача. Дорога, Ну, как планетарка, мотор. ну, она планетарка, да? Вот, видишь? Ну. Раз, два, точка. 4 вот эти шестеренки. Шестеренка основная.
И шестеренка большая получается. Вот так она устроена. Это в натуре планетарка, ага. Получается, вот у него это вилка. Вилка переключает уже там. Вот эти передачи все. Чик-чик-чик. Вот она ходит, видишь? Пальцы. А, точно. Ну, Джик-джик, да. Какой надо, она ему вставляет, нахуй. Угу. а здесь что у нас нету? Палки. Так, ну что я могу сказать? Дали. Подшипник. Люфт дикий, да? Ну что там, развалился он? Что-то, ага. Он кривой какой-то весь. Но он крутится. Хер его знает. Корзина тоже горела. Видно, вон сколько он Ну, у него грязи. сцепление так ничего. Сцепление. Вот достали подшипник мы с этого фита. Все разобрали. Все проверили. Косяков тут хватает, конечно, в этой машине. Но этот целый. Сухой нахуй. Ну сухой нахуй вообще. Сколько пробега у этой тачки было? 100? 60. 60, да? У него 70 что-то около этого. Кого 70? У нее? Просто 70 тысяч? Да, около 70, что такое. Не, поболя, наверное. Не-не. Да? Маленькая. Пробег у него маленький. Мгм. Нет, он сам охуел. Да что-то он, по-моему, смотанный дико нахуй. Жестоко. Но не может быть такого. Но у него около 70, 60 чем-то. Что с этим сцеплением делали, интересно? Так. Холостой ход у него. Вообще Ну, это... развалился нахуй. Вытащи вот эту хрень. Ну, сейчас я... Сейчас посмотрим. Вот я ищу этот. Иголочку. Вот она же. Не, где-то было это. Там, покруче. Это-то кучерявая. Сепаратор целый. По-моему. Да хуй, непонятно. Непонятно. Целый. Ну там песок как будто какой-то, да? Ну там песок конкретный. И люфт. Дичайший. Дичайший люфт. Интересно. Пацаны собирают фитяру, обслужили подшипник, поставили пока все. Так, поменяли крышку, эту у нас крышка была. Сегодня он нам Паха помогает. Но он Россия, Вестел, что у тебя там написано? Вестелинг Тайм. Короче, вот так вот. Короче, сейчас вот будем пробовать заводить его. Ну, посмотрим, что получится у нас с этого. А там у меня на калибровке стоит шаттл. Заменил масло ему. Потихонечку. Сейчас идет обучение дрессельной заслонки. Это мы отвезли, коробку притащили. Вот. С нее крышку сдернули. В общем, как-то так работаем. В общем, работа кипит. Что-то много перед праздниками обращений. У кого коробка, у кого еще что-то. В общем, много работы. Вообще нихуя не надо. Вообще похуй ему на технику. Но. А мне наоборот техника как-то всегда заебись была, нравилась. Ковыряем, Серега, Хонду. Обслужили подшипник, назад коробку поставили. И вот такая вот байда опять, короче. По ХДС вот что пишет. Характеристика нечетной муфты заклинена. Привод нечетной муфты к ХЦА. Вот такая ошибка 18102.
P2871. Характеристика нечетной муфты заклинена. Скидываешь, она опять появляется. На этот ничего не откликается вообще. О, понеслась жара. Пошла калибровка у нас. Ну что, ребятки, нашли мы причину, кажется, всего этого дела. И машинка у нас поехала. Но мы этого никому не расскажем. Что у нас было, мы никому не скажем. Запустили мы фита. Он у нас поедет, походу, скоро. Поедет. Ну, там оставила. Ну, мы красавчики. Ну, то, что мы сейчас подшипник обслужили, я считаю, это вообще надо было сделать. Подшипник сухой был, пиздос. Запустили, ребятки. Машина завелась. Сейчас будем делать калибровку. В динамике будем пробовать, смотреть, что получится у нас. Не на остановке, я хочу до базы доехать, которой потом разворот дам и поеду. Я всегда так делаю, калибруюсь. Вот эта шестерня у него, вот это вот горит. Это так и должно быть. Это при калибровке в динамике всегда она есть. Посмотрим, что будет. Ребята, делаем повторную калибровочку. Что-то у нас не все откалибровалось с первого раза. 5-х, 6-я передача, 7-я передача почему-то не откалибровалась, не обучилась. Сейчас переделываем заново все. Сделали мы фита, кажется. Все у нас откалибровалось, все ошибки ушли. Все четенько стало вообще. Все. Можно ехать в путь, проверять машинку. Машина на ЕВ едет сейчас. Вот так вот, ребята. 10 мастеров сделать не могли. Гибрид-центр Якутск сделали. Ставьте лайк. В общем, ну и как бы куча ошибок висела. Куча у нас преград было, но мы их сделали, справились с этими преградами, со всеми как бы. Машина едет очень даже хорошо. Тачка вообще теплая, кстати. И Холодно, да? топает вообще, она четко переключается вообще хорошо сейчас. Но у нее есть одна проблема, почему-то она не переходит в спорт режим. Но это скорее всего что-то связано с предохранителями. Пропусков нет. Второй цилиндр. Один пропуск. Да? Третий пропуск. Ты двигатель смотришь? Один пропуск. Ну. Заслонка Еще нормальная? пропусков нет. А заслонка откалибровалась? Я сейчас смотрю. Да, где надо скорость все-таки так. Так, коэффициент заедания. Сколько? 100% Да? не пройдено, что ли? Ну мы же его не сбрасывали, мы не обнуляли. Сейчас будем обучать еще, да. Вот, может быть, кстати, что-то с этим связано с эской, а? Может же быть? Так она же потухла все уже. Ну да. Ничего же не горит? Нет. Но все равно надо сделать. Надо сделать, конечно. Да, она лучше будет работать. А вот это то, что желтая горит, это у тебя где-то дверь как будто открыта. Ну, может быть. Сейчас этот момент тоже поправим. И все будет чики-пики. Макс, привет передай, супермастер подписчикам. Макс, красавчики сегодня. Пах тоже молодец, поработал. Ну да, конечно. Так-то я до сих пор собирал. Конечно, вдвоем быстренько. Вообще, я даже не понял, пока я шаттла сегодня откалибровал, пока ему обслуживание сделал, пацаны уже поставили коробку. Без базара вообще. Ну все, сейчас будем дроссель делать. Че, Фитяра поедет! Красота!
По ходовой мы обслужили ему выжимной подшипник. Этот подшипник будет ходить теперь долго-долго. По факту он был очень сухой. Вот. Но раз мы уже полезли сцепление смотреть, мы проверили на этой машине все. Мы сначала не знали, в чем дело. Вот. Ну, в общем-то, и подшипник был подклинитый. Мы его немножко, короче, смазали, расходили. Ну и, в принципе, почалась муфта. Машина запустилась. Ну и вот, как видите, все работает нормально. Я думаю, человеку мы подарили на Новый год новогоднее настроение. В принципе, отремонтировали автомобиль, который стоял очень давно, как бы, в гараже. Ну, в принципе. Никто, сука, сделать не смог. Кроме Макса. Мы смогли. Мы Да. только смогли. У нас супер бригада. Супер бригада. Сейчас у нас новый человечек, кстати, в сервисе появился. Это Павел. Потом познакомим Пашку с нашими подписчиками тоже. Все равно я его в объектив возьму. И как бы будем теперь работать втроем. Ребята все у меня четкие. Ну не глупый. Никто не бухает. Это самое главное. Никто не бухает, никто как бы... Ну, остальное все, я считаю, мелочи. Для меня самое главное, чтобы никто не пил. Все выходили на работу нормально. Все работало. А денежку мы как бы заработаем по-любому. Вот. Все будет нормально. Подтянемся. Сейчас еще будем делать скоро мы регулировку клапанов на Хонде. Павел, кстати, говорит, умеет. Вот. Будем, скорее всего, брать в Хонды в работу. Ну и приусы тоже будем делать. Разумеется. Сейчас у нас уже есть 4 числа шаттл с ВДшной коробкой, да? На обслуживание. Вот Макс будет ковырять его. Ну как бы вообще все будет нормально, я считаю. Всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Гибрид Центр Якутск. Что хотел сказать? Ну скажи. Ну скажи. Не на камеру. Ну все, понял. Приехала хозяйка забирать автомобиль. Ну и вот такие вот. Там аккуратно, там машинки стоят. По зеркалам смотри. Прокатиться сейчас попробуем. Ну и все, в принципе. Как машина едет, сдаем тачку после ремонта. Все, выворачиваю. Ну чё, так, тебя как зовут-то? Валя. Валя. Ну, расскажи. Чё вообще у нас? Какие приколы? Погоди-ка, я этот пультик отдам Максу. Рассказывай, что случилось у тебя? Прикол был такой, то, что я приехала на работу, мне нужно было на 3 часа отработать. Ага. Оставила машину, так как я не утеплилась, не успела утеплиться, оставила машину на улицу заведенную. Ага. Все, подошло время мое домой ехать, я выхожу, у меня машина заглушена. Ага. Я не поняла, что за фигня. Все, села в машину, было еще тепло в машине, ну, значит, она как бы заглохла недавно. Я утащила ее, ну, села, пытаюсь завести, она не заводится. Холодно уже было? Это когда был? Недели 2 назад. Ага. Пытаюсь завести, она не заводится. Я не поняла, что за фигня, что за прикол. Думала, может, Акума села. Ага. Попросила меня прикурить. Приехал Приус, меня прикурил, но толку никакого нету. Ага. Всё, То есть я- машина у тебя, ошибки все загорелись, Да, получается, у меня лампочки загорелись моргать начали? полностью все ошибки, даже то, что она стоит под наклоном, что у нее магнитола не та. А эти моргали у тебя по РНД? Было такое? Да, они все моргали Мгм. полностью. Ну и вот, ну все, понятно. Ты машину Ключа она утащила, тоже не получается, в гараж, да? завелась. Да, машину утащила в свой гараж, вызвала первого техника, ну, чтобы он посмотрел, сделали мне диагностику. Ага. Сказали, что, возможно, коробка, но, скорее всего, типа, это компьютер. Ага. Ладно. Ну, как бы одному же сразу не поверишь, Ну да. потому что он очень долго как бы ковырялся, и как-то, знаешь, А. сомнения у меня подшкалили, что он понял, что действительно А он с чем приходил? У него диагностическое было какое-то? сотовый телефон. А, и все, да? Ну чё оно не рубится? Ладно, и так сойдет. Сейчас, как я
как-нибудь. Ага. Понятно. Второй приехал, просматривал мне также все фишки, все полностью просматривал. Сказал то, что возможно обрыв проводов, типа на морозе провод лопнул. Ага. Скорее всего, типа электрика. Ага. Короче, вот так как пришло 4 штуки, я потратила больше 10 тысяч на диагностику, никто ничего не сказал. Ага. Потом попросила подругу, чтобы она меня зарегистрировала, внесла в группу Хонды, Ага. Фиты. Все, спросила, говорю, ребята, посоветуйте, типа, хороший сервис, чтобы починить Хонду Фит. И все, они мне сразу скинули ваш номер. Ага. Это Нюряжское шоссе, что там 8-й Ну и километр. позвонила мне, и мы Да, приехали, я диагностику позвонила поставили. тебе, вы сделали диагностику, сразу сказали, что это коробка. Ага. Ну и все, и прошло 3 дня, и вы мне отдали мою любимую тачечку. Ну. Что вам большое спасибо. Всем советую обращаться только к ребятам. Ну, с Новым Потому годом, что- чё. С Новым годом, чё. Катайся, катайся, не ломайся. Если что, у нас обслуживайся. Ну, То есть, ребята, только теперь обслуживайтесь? вам, ну, обслуживайтесь у них и чинитесь тоже у них. Они доковырялись до проблемы, до такой даже, которую мы вообще не думали. Куда мы только и в Хабаровск, куда только не звонили, потому что тут таких случаев не было. Ну, мы, честно, сами толком, ну, первый случай у нас такой. Мы не знали, куда ковырять, в какую сторону. Вот, ну, сняли коробку, все проверили. Мы думали сначала, что у тебя что-то по коробке за клин поймала она. Мгм. Либо что-то с двигателя, может быть, клин поймал двигатель. Даже все ну, как бы сняли коробку, все подергали, пощупали, все нормально. Эндоскопом даже я в него заходил в двигатель, ну, в этот, не в двигатель, а в коробку. Посмотрел все шестеренки на целостность, никаких опилок, ничего не обнаружили, все нормально как бы. Ну и дальше пошли уже ковырять узлы от Мгм. коробки. Все менять начали по порядочку, короче. Ну и в принципе как бы нашли причину. Ну, говорить, конечно, не будем, потому что как бы это наш маленький секрет. Да. Да, пусть другие не знают об этом. Ну, Сам факт, что вы мне ее починили. самое главное, что результат, да. Ну все, в принципе, видишь, машина сама, что едет. Все нормально. Ошибок никаких не горит у нас на табло. Все в порядке, как бы. Ну, завтра я буду, наверное, выпускать видео на YouTube. Ну и как бы покажем ситуацию, что вот Она такое будет происходит. звездой, да? Ну да, машинка будет этой звездой. Ну, она, в принципе, у тебя в порядке. Немножко надо будет ей еще жидкость тормозную поменять. В бачках очень грязная. Ну и в принципе, масло, вот, я смотрю, вроде ты следила. Оно черненькое, конечно, но не беспредельно. Нам Потому что уже скоро на замену ехать. да, лучше поменяй масло, конечно. Масло можешь, конечно, и свое купить, к нам приехать. У нас 1000 рублей замена масла стоит, это работа. Мгм. Масло где купишь, ну, хорошее только купи и зальем. Если там у тебя есть кто-то, обслуживайся там у кого-то, и это проблемы нет. Но в Хонде не надо подходить к другим компонентам без нужного оборудования. То есть все, масло ты в моторе можешь поменять, больше ты ничего поменять там не можешь, в принципе. Мгм. В других сервисах я имею в виду. По остальным моментам ты должна обслуживаться в гибрид-центре. Мгм. Ну, гибрид. Я это уже поняла. Да, потому что к этим машинам без программки подходить не стоит, да. Тут только программой все делается, все с помощью компьютера. И, ребята, еще хочу сказать, что кто думает, что вот такой умный, я сейчас скачаю HDS и все будет хорошо у меня, неправда. Потому что программа HDS, она, по идее, тоже должна быть от нормальной сборки, хорошей сборки. Вот. У нас она специализированная, профессиональная сборка. Мы ее покупали за деньги. Вот. И другим каким-то диагностическим ланчи и все остальное к Хонде можно даже не подходить. Это все фигня. Ну, только что есть какие-нибудь Autel, дорогущие сканеры, но и то он нормально калибровку не сделает, я больше чем уверен. Машина будет ехать по-другому. Так что, ребята, обращайтесь. Едет, а прям плывет. Но она у тебя сейчас переключаться стала плавнее. На свежем масле едет. Нормальная калибровка у нее сделана. Ротор мы откалибровали. На ИВ переключения лучше стали. Вот как бы все. Кстати, у нас на них прошивки есть. Обновления. Мгм. На них надо иногда делать обновления. Вот. Мгм. Она лучше начинает подшипником работать. У тебя сейчас подшипник обслужен. Мгм. Если ты еще накачешь обновление в будущем, Мгм. то оно будет еще больше беречь И подшипник. почем ваша автомобиль? 10 стоит. Это 2 блока робота и
ДВС мы прошиваем и опять заново делаем калибровки. Вот. Все это стоит 10. Все это стоит 10, да. Вообще нормально. Так вот, в принципе, как-то так. Ну, а так, что еще? Вот дубак у нас такой вот на улице. Молоко. Полтинники новогодние, да, начались. Так что, всем пока, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.